сегодня мы будем говорить с вами о дарах духовных. Есть несколько вещей, которые важно понимать, когда мы говорим про духовные дары. Во-первых, слово «дары» или «дары духовные», то, что с этим связано, это всегда слово, которое в оригинале звучит как харизма. Это вот откуда взялись братики-харизматики. Это ребята, которые двигаются сегодня в дарах. Они верят в дары, они используют или практикуют дары. Слово «дары», послание Коринфянам, первое послание Коринфянам, 12 глава, 4 стих, там написано о том, что Бог дал, вот там написано так: есть различные дары, но Дух один. И вот когда мы говорим о дарах Духа Святого, слово «дары» — это слово «харизма». Скажи своему соседу: харизма. Харизма, если перевести сегодня на русский язык, это то, что было дано сверхъестественно, даром, без нашей заслуги. Это то, что пришло как благодать с неба. И это то, что двигается сверхъестественно, как благодать с неба для нас. У нас есть харизма? Истолкования? Нету, к сожалению. Ну ничего. Можете дома, если у вас есть Библия с греческим подтекстом, можете посмотреть. Здесь слово «дары» — это то, что пришло бесплатно, это то, что пришло сверхъестественно по Божьей благодати. И мы сегодня будем говорить об этих дарах. 4 вещи, которые я сразу хочу заявить. Когда мы говорим о дарах Духа Святого, с дарами Духа Святого эти 4 вещи должны быть обязательно. Первое. Они прославляют Иисуса Христа. Дары Духа Святого не прославляют меня. Дары Духа Святого не делают меня крутым. Они должны прославлять Господа Иисуса Христа. Скажи на это аминь. Деяния 3 глава 13 стих. Здесь описывается история о том, как через дар чудотворения человек исцелился, или там произошло чудо невероятное. И здесь говорится так, что Бог Авраама, Исаака, Иакова, Бог наших отцов прославил своего слугу Иисуса, которого вы предали, и от которого отреклись перед Пилатом. Действие даров, оно всегда прославляет Господа Иисуса Христа. Первое, запиши себе: дары Духа Святого в моей жизни обязаны или должны прославлять Иисуса Христа. Второе, они созидают тело. 1 Коринфянам 12 глава 7 стих. Я сейчас вступление говорю. Это такое маленькое или резкое обучение. Потом мы обсудим некоторые дары и придем в Каримскую церковь. Посмотрим, что же происходило в Каримской церкви, о которой Бог говорит в 1 главе 1 послания Коринфянам, 7 стихе, если я не ошибаюсь, что в их церкви дары действовали безмерно. Их было просто огромное количество даров там работало. И вот так написано в 1 Коринфянам 12 глава 7 стих, что они проявляются на благо общему делу. Дары Духа Святого. Скажи: на благо общему делу. 14 глава 12 стих, там написано, что они созидают тело Христа. Они строят или они приносят благо церкви. Дары приносят благо церкви. Если мы хотим, чтобы наша церковь была полна блага, нам необходимы дары. Третье, что важно сегодня для нас, я хотел бы, чтобы ты это себе подчеркнул, 1 Коринфянам 14:1. Дары действуют там, где их очень сильно хотят. Там написано так: стремитесь иметь духовные дары. В синодальном переводе: ревнуйте о том, чтобы иметь духовные дары. Другими словами, наша ответственность сегодня, когда мы слышим что-то о дарах Духа Святого, наша ответственность — это очень сильно хотеть. Аминь. Аминь. Есть в твоей жизни что-то, что ты очень сильно хочешь. Что это? Себе ответь на вопросы, мне не надо это говорить. И ты посмотри, когда ты думаешь об этом, когда ты размышляешь об этом, вот то, к чему ты стремишься очень сильно, чего ты хочешь очень сильно видеть в своей жизни, ты готов платить цену, ты готов за это поститься, ты готов за это молиться, ты готов не есть, не спать, лишь бы увидеть это в своей жизни. То же самое состояние мы должны иметь по отношению к дарам духовным. Церковь, вы ревнуете о дарах духовных? Две сестры ревнуют. Вы ревнуете о дарах духовных, Церковь Божия? Можете мне ручкой помахать? Помахать. Те, кто хотят, чтобы в вашей жизни действовали дары духовные.
Стремитесь иметь духовные дары, говорит Слово Божие для нас. Стремитесь иметь духовные дары. Повернись к своему соседу, скажи: Ибраим, стремись иметь духовные дары. Альмир, стремись иметь духовные дары. Айбек, стремись иметь духовные дары. Стремись иметь духовные дары. Стремись иметь духовные дары. Это то, что Бог сегодня побуждает церковь делать, стремиться к каким-то важным вещам, и они прописаны в Писании. И четвертая вещь. Дары должны проявляться в каждом. 1 Коринфянам 12 глава 7 стих. Если у тебя сегодня такое мышление, дары это для того дядьки, который проповедует в Ютубе. Дары это для той тетки, которая ведет прославление. Дары это для Лехи, потому что он с закрытыми глазами ходит, и ему нужны дары, чтобы глаза у него открылись в жизни. Дары для тебя. В каждом человеке Дух проявляется на благо общему делу. 1 Коринфянам 12:7. В каком человеке? В каком человеке? В каком человеке? Скажи: в каждом. В каждом. Вот так можешь сказать? В каждом. Знаете, есть сегодня много стереотипов, есть сегодня много мифов. Я сделаю все для того, чтобы разбить некоторые стереотипы и развеять некоторые мифы. И вот один из стереотипов, что в каких-то особенных людях проявляются дары. Дары проявляются в каждом человеке, который ревнует об этих дарах. Так что дары Духа Святого – это для тебя. Давайте мы очень быстренько пробежимся и сами себе напомним, какие бывают дары Духа Святого. 9. Давайте быстренько. Давайте, знаете, как сделаем? По подгруппам, как мы уже говорили об этом. Первая подгруппа – это дары говорения. Помогите мне, какие там есть дары? Дар пророчества. Дар, вот здесь дар разных языков. Но в некоторых местах это переведено как дар... Нет, дар иных языков, но это не точный перевод, потому что если быть точным, это дар разных языков. И третье, то, что связано с говорением, истолкование, переводческий дар, переводчик мне подсказывает. Вторая подгруппа даров Духа Святого. Слово знания, слово мудрости, дар развлечения или дар распознания духов. И третья категория даров. Давайте. Чудотворение. Дар веры. Дары исцеления. Сегодня я поговорю логично о первой группе даров. Дары говорения. Почему их назвали дары говорения? Потому что они должны быть проговорены. Это то, что говорится, оно проявляется тогда, когда сказано, оно проявляется тогда, когда проговорено. Поэтому эти дары связаны с говорением. Итак, я хочу, чтобы мы открыли, хотя у нас есть место Писания, которое будет открыто на нашей стене. Итак, первый дар, про который я хочу сегодня поговорить, дар пророчества. Кто может мне сказать определение пророчества? Что такое пророчество? Давайте мозг включаем, мышление включаем. Что такое пророчество? Говорить от Бога. Кто-то сказал увещевание. Назидание, ободрение, утешение. Все, короче, в кучу. Что еще? Что еще? У нас есть здесь помощь. Пророчество – это сверхъестественное, спонтанное послание для церкви или для человека из сердца Бога. Оно назидает, утешает и увещевает или вдохновляет. Запишите, пожалуйста, себе или сфотайте то, что у нас есть сейчас на стеночке. Пророчество – это сверхъестественное, спонтанное послание для церкви из сердца Бога. Оно назидает, утешает, увещает или вдохновляет. Беда, знаете в чем? Что когда ты встречаешься с церквями, где люди пророчествуют, есть категория церквей, которые говорят вот так: «Вау! У них пророчество!» Я хочу сказать, это беда, что сегодня пророчество стало чем-то из ряда вон выходящим для современной церкви.
Мы сегодня можем знать, мы сегодня можем понимать, читать Писание, видеть истолкователей этого Писания. Но когда дело доходит до сверхъестественных, спонтанных посланий для церкви и сердца Бога через каких-то людей, у нас почему-то открывается рот. Хотя для первых верующих это было норм. Скажи со мной норм. Пророчество это нормально. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 14 главе говорит, я хочу, чтобы все вы пророчествовали. Церковь поклонения, он говорит нам сегодня через века, я хочу, чтобы все вы пророчествовали. Да, говорили от Бога. Все вы пророчествовали. Я хотел бы, чтобы мы посмотрели, что такое настоящее пророчество. Иногда люди думают, что пророчество это что такое, когда кто-то выходит и говорит, так говорит Господь, сегодня вечером тебя ждет ужин. Ну, к примеру, я утрирую. То есть этот человек как будто бы предсказывает тебе твое будущее. Но к пророчеству это не имеет никакого отношения. Открой, пожалуйста, место Писания, которое в Деянии апостолов записано. Это Деяние 18 глава 9 стих. Однажды ночью Господь сказал Павлу в видении. И там 10 стих у нас есть еще? Нету? Вау. Давайте мы, друзья, откроем Библии наши, потому что здесь у нас обрезанное пророчество. На самом деле оно продолжается в Деяниях 18 глава 9 и 10 стихе. Итак, однажды ночью Господь сказал Павлу в видении, не бойся, продолжай говорить и не умолкай. Я с тобой, и никто не причинит тебе вреда. В этом городе есть много принадлежащих мне людей. Вот это вот то, как выглядит настоящее пророчество. Здесь, если вы заметите, нет ничего с тем, что должно произойти на самом-то деле. Здесь мы читаем, что есть увещание. Что там еще должно быть? Назидание и утешение. Когда мы говорим, вот открой, пожалуйста, наши 3 слайда. Назидание. Что такое назидание? Это выстраивать, созидать или строить. Строить веру. Вдохновлять человека на какие-то действия. Вдохновлять человека на какой-то процесс творческий, труда определенного. Ободрение – это просьба, воззвание или наставление. И утешение – это успокоение или ободрение. Если мы вернемся к нашему месту Писания, оставь, пожалуйста, этот слайд. Здесь написано так. Однажды ночью Господь сказал Павлу в видении, не бойся. Слово не бойся мы можем к чему отнести? К ободрению. Он ободряет его, он взывает к нему. Или здесь написано просьба, да? Он просит его, не бойся, братан. Пророчество это не всегда открытая судьба наша о том, что произойдет через год с нами или через 12 лет. Пророчество это не всегда, когда многие люди думают, пророчество это сейчас я приду, мне пророк расскажет, за кого я должна выйти замуж. Или каким бизнесом я должен заниматься. Или в какой город я должен уехать в конце концов. Пророчество это назидание, ободрение и утешение. И вот здесь Бог говорит Павлу, не бойся, продолжай говорить и не умолкать. Продолжай говорить и не умолкать. Это что? Спасибо за слово назидание, кто-то сказал. Это выстраивать, созидать. Ой, где наш слайд? Где наш слайд? Выстраивать, созидать, строить. Он фактически его побуждает. Он говорит, давай, братан, продолжай говорить и не умолкай. И вот здесь такие слова утешения. Я с тобой, и никто не причинит тебе вреда. В этом городе есть много принадлежащих мне людей. Когда ты слышишь такие слова, покой Божий наполняет твое терзаемое сердце. Или утешение приходит, успокоение приходит внутрь твоего сердца. Вот здесь мы видим, как работает пророчество и что такое пророчество. Пророчество это, как я еще раз говорю, не всегда, когда нам открывают нашу судьбу или рассказывают о нашем прошлом. Это немножко другие дары. Пророчество это назидать, ободрять и утешать. Конечно же от Бога. Конечно же от Бога.
Это важно, что это сверхъестественное слово, это сверхъестественное послание, которое исходит из сердца самого Бога. Второй дар, про который я сегодня буду говорить, это дар разных языков. Подскажите мне, пожалуйста, как проявляется дар разных языков? Когда люди говорят. Ты, пожалуйста, помолчи. Молодец, молодец, молодец. Давайте. Я буду ждать. Варианты. Некоторые не знают. Хорошо, у нас 2 слайда есть тоже. Разные языки. Это может быть особенное послание на ином языке для церкви, которое обязательно нуждается в истолковании. То есть сидит сейчас человек в собрании, слушает меня, и у него просто особенное послание, он чувствует, что Бог что-то хочет сказать для церкви. Когда он выходит сюда, он это говорит не на родном языке, не на языке, понятном для людей, а на языке, на ином языке. Когда человек выходит и говорит, «Индерлара фонда касала громба шадея». И когда такое происходит, то Писание говорит, 14 глава 1 послания Коринфянам, что обязательно нужен человек, который это истолкует. Чтобы было назидание, обещание, утешение. Иначе как? Иначе глупо. Согласитесь, иначе нелепо. Иначе это все превращается в какую-то непонятную игру, когда люди выходят, говорят слова, и остальные сидят, слушают и ничего не понимают. Это первое проявление разных языков. Я первый раз встретился с подобным вообще... Да, верни нас туда. Я первый раз встретился с подобным в 94 году. Первый слайд. Когда, я помню, у нас было небольшое собрание, библейская школа, 20 студентов, и у нас был директор библейской школы, который говорил на английском языке. И была женщина одна, которая приехала, если я не ошибаюсь, из Швейцарии. Звали ее Патриция Блю. И у нас было такое, знаете, время, когда мы поклонялись Богу, мы искали лицо Божие. И вдруг эта женщина, она выходит в центр, и она начинает говорить, как говорят, пророческое слово. Только она не говорила, да, говорит Господь, мужайся, потому что завтра наступают тяжелые времена, которые я аж сам боюсь. Некоторые так пророчествуют. Но она вышла, и она стала говорить, Ренда, Салора, Бракенда, Санто. Она просто послание на языках стала говорить. Я был в шоке, я не понимал, что происходит. Зачем она это делает? Мы и так все молимся на языках. Зачем было выходить вперед и делать это с таким видом, будто бы это какое-то особенное слово? Но знаете, что произошло позже? Она говорит, когда она остановилась, она говорит, у кого-то сейчас есть истолкование того, что было произнесено на языках. И на самом деле, я не помню, то ли мужчина, то ли женщина какой-то вышел и стал говорить, истолковывать то послание, которое было сказано на иных языках. Вот это действие даров, которые называются разные языки и истолкование языков. Друзья, это понятно я объясняю? Понятно я объясняю? Вторая вещь, как могут проявляться разные языки, это когда язык может стать языком провозглашения или одним из известных иностранных языков. Помните Деяния апостолов, 2 глава? Что там произошло? Когда они получили крещение Духом Святым, они все стали говорить на разных иностранных языках. На самом деле, некоторые люди, особенно те, которые сегодня есть такие специалисты, сами не крещены Духом Святым, но они все знают на эту тему. И вот они говорят, если ты получаешь крещение Святым Духом, значит должно быть как в Деяниях 2 главе. На самом деле это люди, которые не понимают, что в тот самый момент, когда эти первые ученики получили крещение Святым Духом, вместе с крещением Святым Духом высвободился сразу дар разных языков. И они стали говорить на разных языках. Каким образом? Они стали говорить слова, непонятные им самим, но понятные для тех ребят, которые приехали из иностранных государств. Это было сверхъестественно. Однажды ко мне после собрания подошел один человек и говорит, ты знаешь, мой язык, это был то ли курд, то ли езид. Человек, который, откуда-то вот из Вавилона. Да. Наследники Вавилонской империи. И он говорит, ты говоришь на моем языке? Я говорю, вообще не говорю. Я вообще никогда в жизни
особо и не слышал, как эти люди разговаривают. Он говорит, сегодня на собрании, когда ты молился, я слышал, что ты говорил на моем языке хвалу Богу. И ты прославлял имя Иисуса, ты прославлял имя Божие. И я был сам в шоке от того, что оказывается, когда я молился на иных языках, был высвобожден вот этот дар разных языков. Этот человек понимал, потому что я говорил на его наречии. Курдское или езидское, это было для меня сверхъестественно. Потому что это, наверное, от сегодня один из самых редких даров Духа Святого, который встречается вообще. И третий тип даров говорения, или третий дар даров говорения, это истолкование. Вот здесь у нас написано, истолкование – это способность, данная Богом, истолковывать послание на родной язык слушателей. То есть, когда кто-то на иных языках или на разных языках дает слово или провозглашает какое-то слово с небес, этот человек истолковывает то, что было сказано Богом. Понимаете, да? И что самое интересное, это недословный перевод. Истолкование может быть либо короче или длиннее самого послания. Человек может выйти и сказать 20 слов на непонятном языке, на языке, может быть, Духа Святого, но тот, кто выходит и истолковывает, может сказать 90 слов, потому что это не всегда совпадает. Первое послание Коринфянам, 14 глава. Друзья, вы когда-нибудь сталкивались с этими тремя дарами Духа Святого? Да. Конечно, да. Кто-то на меня смотрит, кто-то уснул сладенько. Потому что дары Духа Святого это что-то такое запредельно далекое. Сегодня я хочу, у меня есть несколько минут, чтобы нам сходить в Каримскую церковь. И я хочу, чтобы мы посмотрели на 14 главу первого послания Коринфян. Кто помнит, о чем эта глава? О дарах. Именно об этих трех дарах. Это третья глава о трех дарах. О даре разных языков, о даре пророчества и о даре истолкования. И я хочу, чтобы мы посмотрели, что же происходило в Каримской церкви, почему было написано это 14 глава первого послания Коринфянам. Вы же все понимаете, что послание Коринфянам, да и большинство практически посланий, они были написаны как письма к определенным церквям. Вы же это понимаете. Вы же понимаете, что апостолу Павлу, перед тем, как он писал письмо, ему рассказывали о разных вещах, которые происходили в той или иной церкви. И часто эти послания, они были ответом на происходящее внутри той или иной церкви. Вы это понимаете? Да. Хорошо, потому что нам будет тогда проще сейчас понять контекст происходящего. Итак, первое послание Коринфянам, 14 глава, самая нелепо трактуемая глава всей этой книги. Я слышал, я просто какие только трактовки этой главы не слышал. И чаще всего ее трактуют люди, которые сами далеки от даров Духа Святого, от крещения Духом Святым. Это чаще всего люди, которые сами не крещены Духом Святым. Это то же самое, знаете, вот если бы я сейчас нашего басиста учил бы, как на басе играть. Он, конечно, у нас не Пасториус, и не Джон, или как Пол Маккартни. Вот крутые басисты, да, которые существуют. Но он все-таки басист, в отличие от меня. А я всего лишь человек, который предполагает, за какую струну дергать. Это то же самое, знаете, когда люди, не крещенные Духом Святым, они берут эту главу, 14 главу, и они рассуждают о том, как в той или иной церкви должно проявляться действие тех или иных даров. Итак, первое послание Коринфянам, 14 глава. Я хочу еще раз напомнить каждому из вас о том, что первое послание Коринфянам было написано как письмо на ответ или в ответ на происходящие вещи, которые происходили внутри Коринфской церкви. Мне нужны 3 пророчествующих. У нас будет Ниси, Биби и Даша. Пойдем. Хоть ты и не в брачной одежде. Пойдем. 3 красотки пророчествующих. Аллилуйя! Я надеюсь, друзья, вам заходят наши миниатюры. Как я говорю, я не Станиславский, они не
невеликие какие-то. Нет, ну вы же не актеры. Актеры? Хотела стать актером, вот твой звездный час настал. У нас есть 3 пророчествующих. У нас, давайте мы сейчас возьмем, нам нужны люди, которые говорят на разных языках. На разных языках. Давай, Амеха Сьё, пойдем, брат. Пойдем, ты красавчик. Давай, сядь где-нибудь здесь вперед, чтобы тебя можно было вовремя поймать. Ибра, ты тоже будешь человек, который послание на языках дает. Ты можешь нам дать послание на языках? Можешь? Ну попробуй. Не. Охо, хорошо, а ты можешь? Можешь? Попробуй. О, молодец. Хорошо, вы можете спонтанно пророчествовать. Вот прямо сейчас начать пророчествовать. Хорошо, вы чуть-чуть двигайтесь. Мы сейчас к вам, не так далеко. Смотрите, что происходит в Коринфской церкви. Библия говорит, как я уже говорил, 1 глава, 7 стих, что это была супер одарованная церковь. Там действовала куча даров в этой церкви. И знаете, во что превращалось всегда собрание этой церкви? В бесконечное проявление этих даров. Вот мы сегодня попадаем на собрание этой церкви. И там есть еще 3-я категория людей, которых зовут женщины. Потому что в 1 послании к Коринфянам, 14 главе, написано: женщина в церкви пусть молчит. Читали вы когда-нибудь это место Писания? И религиозные люди берут этот, знаете, вот отрывок Писания из контекста вырывают, они даже не задумываются над тем, что происходило в этой Коринфской церкви. И они говорят: в нашей церкви женщина пусть да молчит. У нас и так молчащие женщины. Знаете, что такое женщина пусть да молчит? Это когда базарный город Коринф по воскресеньям собирается на собрание, и женщины, которые еще не отошли от базарного духа, начинают говорить какое-нибудь греческое имя, кто-нибудь знает? Самое модное. Иларион. Нет, мужчина. Архимед, да? Давай пусть будет Архимед. Когда женщина, к примеру, сидит здесь и поворачивается туда-назад и говорит: эй, Архимед, чего он несет? Я не могу понять, объясни мне. Вот в Коринфской церкви было что-то подобное. Мы к женщинам вернемся. Женщины, можете сказать: эй, Архимед, объясни мне, что он говорит? Все вместе скажите. Кипиш, согласитесь, кипиш непонятный. Поэтому апостол Павел сразу говорит: женщина в церкви, если она чего-то не догоняет, потом дома узнаешь у своего Архимеда, он тебе все по полочкам разложит. Не сейчас. Пожалуйста, не перебивай проповедующего, не перебивай собрание или ход собрания. В Коринфской церкви было все наоборот. У них кипиш был. У них церковь была, это один сплошной кипиш. Это такой восточный город. Немножко, церковь напоминала немножко восточный базар. Все чего-то говорят. Павел, когда это узнал, пишет: женщина в церкви. Видимо, они были зачинателями всех этих разговоров. Везде так? Ты хандец тебе будет после собрания. Поэтому Павел говорит, тот самый Павел, который сказал: нет, ни мужского, ни женского, все. Который обрезал, это тот самый Павел, который, знаете, он заровнял разницу гендерную, уравнял. И он говорит: нет больше разницы между мужчиной и женщиной, потому что в каждом Дух Святой проявляется на пользу. Единственное, что женщина, не веди себя так, чтобы нарушать ход собрания, которое происходит. Дальше. Там в Коринфской церкви были пророчествующие. К примеру, вот пророчествующие. Давай начинай пророчествовать. Господь говорит. А ты тут же ее начинаешь перебивать, потому что у тебя слово появляется. Не так. Да, не так Господь говорит. А ты, если ты не молчишь, у тебя тоже слово есть. Все трое говорят. Все трое говорят. Никакого даже. Это не дождь, это снег. Знаете, это спонтанно. Если бы они подготовились, они бы сейчас говорили без умолку, я так надеюсь. А вы так можете? Ну говорите, говорите. Поэтому Павел говорит в церкви, когда один пророчествует, другой жди. Потому что духи пророкам, покоряются пророкам.
Духи пророчествующие покоряются пророкам. Для этого не надо друг друга перебивать. И он фактически показывает, что должна быть определенная... Взаимное уважение. Порядок, спасибо. Определенная порядок должна быть. Стас, я по твоей схеме двигаемся. А представьте себе, вы говорите, вот сейчас вы говорите на понятном языке, выбегает человек, Стасюля, выбегает. О, 2 руки поднимаю, о, парасантея харас. Давай, громко. Итак, 2 часа. Павел, когда это узнал, говорит, стопе! Пророки друг за другом говорят, или пророчествующие. Один говорит, все размышляют. Второй говорит, все размышляют. Третий говорит, все размышляют. Потом у кого-то есть слово на языках. Он должен выходить и понимать, что сейчас он говорит слово на языках, и должен быть истолкователь. Потому что Павел говорит, смысл какой выходить перед церковью, говорить на непонятных словах целое послание. Это то же самое, если какой-нибудь чужеземец сюда придет и на японском сейчас будет с нами разговаривать. Смысл? Мы извиняемся. Я образно говорю, извиняемся, да, перед всеми японцами. Вы понимаете? И корейцами тоже. И корейцами тоже. Никого не хотели обидеть. Никого не хотели вообще никак затронуть. По-хорошему. Мы сегодня трогаем, если кого-то, но только по-хорошему. Мужчин трогаем, женщин трогаем, корейцев, японцев трогаем, только по-хорошему. Слышите, что происходило в Каримской церкви? У них был хаос. Женщины базарят по всему собранию. Они спрашивают, Архимедушка, объясни, не понимаю, что здесь происходит вообще? Это что, собрание церкви такое? Разве так должно быть? Представьте себе, если все вы сейчас своего Архимеда будете дергать и спрашивать, что у нас здесь гул будет такой, как в пчелином улье. Эти говорят, каждый хочет сказать свое слово, потому что ему кажется, что его слово важно. Да, они говорят. Выходят люди, которые говорят послания на языках. Мало того, что эти люди выходят, иди сюда, они отбирают микрофон, и они начинают вести это собрание на языках. На языках ведут собрание. На языках. И вот так, на языках его собрание. Ему кажется это духовным чем-то. Я аж вспотел. Хаос, вообще нереальный хаос. А знаете что? Вот такими и были собрания в Казани. Им всем было что сказать. Им было прикольно, им не было тяжело. Они все дорогные были, Библия говорит. Аллилуйя! Нам тоже так надо. Апостол Павел узнал про эти вещи. И он как минимум в 3 сферах пытался навести порядок. Сфера говорящих женщин. Это самая главная сфера. Он говорит, женщина, молчи в церкви. После собрания говори все, что хочешь. Спрашивай у мужа, подходи к проповедующему. Все, что хочешь. Пророчествующие друг за другом, пожалуйста. Потому что вам повинуется пророческое слово. Он говорит, я вообще хочу, чтобы все вы пророчествовали, как вот эти вот три красивые сестры. Он обращается, говорит об этих вещах. Потом дальше он говорит, когда человек выходит с посланием на языках, через дар разных языков хочет сказать послание с небес, он должен быть убежден, что в зале есть люди, которые способны истолковывать. Люди, которые двигаются в истолковании языков. Когда человек выходит за кафедру, к примеру, к микрофону, и он хочет сказать какое-то послание церкви, апостол Павел говорит, я лучше 20 слов скажу на понятном языке, на кыргызском или на русском, неважно, чтобы это был понятный язык для людей, и было понятно то, что я говорю, чем я скажу 1000 слов на непонятном для человечества языках. Языке. Влияние. Да. Понимаете?
Понимаете, к чему вся эта 14 глава была написана? 1 Коринфянам, 14 глава, если ты не понимаешь, что происходило в Коринфе, ты просто будешь думать, что это вообще, к чему это вообще. Ты будешь истолковывать эту главу совершенно с религиозной точки зрения. Уже мы столько слышали истолкований этой бедной главы, 14 главы. Садитесь, пожалуйста. Вам смешно? You have to repent. За что? За Стаса. За Стаса. Друзья, когда мы говорим об этих 3 дарах, с одной стороны, это очень простые дары, очень простые. Пророчествовать человек может очень легко. Начиная пророчествовать, когда ты молишься, к примеру, там, за каких-то людей, или ты возлагаешь на кого-то руки, например, какое-то собрание идет, и вдруг у тебя есть какое-то слово, просто спонтанно, у тебя есть какое-то понимание вещей, что Бог вот эти слова хочет сказать для этого человека. Просто начинай открывать рот и говорить, высвобождайся в этом. Пророческое слово, на самом деле, это вообще это самый легкий дар, который существует, наверное. Основной простой. Это самый простой дар. Мы сегодня начали, с одной стороны, с простых даров, с другой стороны, с самые запутанные дары. Церковь Божия больше всего путается в этих вещах. Люди, которые говорят вообще о крещении Святым Духом и о дарах Духа Святого, они чаще всего путаются именно в этих 3 дарах. Истолкование языков. Ты можешь истолковывать послание, которое говорится на языках для других людей. И ты можешь истолковывать сам себя, когда ты молишься на своем молитвенном, духовном языке, который ты получил при крещении Святым Духом. Это очень легко на самом деле. Это когда ты внутри, это как вот подтекст у тебя идет. Ты говоришь на иных языках какую-то молитву, а здесь у тебя в голове есть понимание того, о чем молится твой дух. Это очень легко работает. Разные языки, это, наверное, самый редкий дар, как я уже говорил. Но это, наверное, то, что мы еще увидим, как это будет высвобождаться в сегодняшней церкви. Как это будет все больше и больше какие-то обороты набирать. На самом деле это самый непонятный дар, наверное, и самый редко используемый дар. Но да будем мы открыты для того, чтобы все эти дары работали и все эти дары действовали.